Так, ребятки, ну что, всем привет! Сегодня будет такое нейтральное видео для канала и для меня, возможно. Ну вот, соотношение того, что, ребята, рыбалка для меня это смысл жизни. И все, что с ней связано, это тоже, ребят, я показываю, стараюсь показать. Потому что рыбалка, ребята, она бывает разная. Спортивная рыбалка, поймал, отпустил, там есть платные сейчас рыбалки. Приехал, там тебе дали удочку, закинул, там куча рыбы, отловился, получил удовольствие, сфотографировался и так далее. У нас на севере, ребят, немножко все по-другому. Смысл жизни рыбалки, ребят, очень важен. Доход, чтобы выезжать, допустим, на рыбалку, тебе уже нужна техника хорошая, какие-то снасти и так далее и тому подобное, ребята. И сегодня вот затрону такую точечку, вот именно маленькую. Ну, я решил показать, ребят, потому что этого дорогого стоит, и есть еще люди, ребята, которые понимают вот это все, вот эти моменты, и прям, я не знаю, это прям, я просто рад, что, вот, допустим, даже в столице мира, так скажем, ну не столице мира, ребят, город Москва, это миллионник, это большой город в соотношении того, что я живу в поселке в районе 1500 населения, и Москва, это мегаполис, это куча ресторанов, магазинов, разные люди и так далее, ребята. И оттуда есть люди, которые понимающие мои моменты, понимающие мою рыбалку. И мне очень, очень, ребята, приятно. Многие знают, кто, ребята, смотрит канал, кто такой Леха, как он живет, чем занимается. И сейчас, ребят, просто покажу, как мы с ним познакомились. Точнее, познакомились мы давно, просто в этом сезоне я показал его на канале, немножко его жизнь. Мы ездили на пару рыбалок зимних, приезжал ему весной. И сейчас, ребят, немного в курс дела введу, кто такой Леха, как он дышит и чем занимается. Сейчас будем заходить. Ну как там? Ты готов? Да я просто ночью штопал, блядь, на полях. А, сетки штопал, да? Да, блядь, там. Ну, понятно. Ну, давай. Это туда, ребята, клубники. Лехи собака. Мы с тобой не определили? Да. Сказал, с утра подъедем и Сочи. Блядь, не знаю, много там. Да что, 22 градуса вроде не особо. Не, ну днем поставим город, теплее. Блядь. Прошлой стороны, то что весной, блядь, длинные они сюда. Рыжик. Рыжик. Чего? Сейчас тебе хозяин рыбки поймает. Рыжик. Блядь, если глубоко, то похуй. А вот так то она жесткая. Два. Это все равно он. Так-то получается, Лег, дом большой, да, только ты... Ну, Дом там летняя комната, он еще есть. Там. Ага. И тут вон комната есть. ну, а топишь как бы чисто вот эту, да, помещаешь? Это я потоплю, нахуй. Не то. Угу. Так, это надо взять. Ай, красавец. Иди сюда. Рыбу хочешь, да? Рыбы нету. Хозяин не рыбачил, морозы были. Ну, сейчас, наверное, поймаем тебе что-нибудь. Рыбку какую-нибудь. Я то и говорю, у тебя кот уже... Он уже, блядь, заранее мяукает, Он заебал. уже чувствует, то, что хозяин придет с рыбой. Блядь, я парочку закупили, нахуй. Я тебе потом привезу парочек червей. С запасом. На весну, чтобы у тебя было. Ну вот, ребята, Леха, мы с ним познакомились, ребят, реально, вот, я не знаю, я еще вот начинал, наверное, с 1 класса заниматься зимней рыбалкой. А на реке, наверное, я с 4 лет, потому что жил в поселке и живу до сих пор. И речка под боком, и для меня это было такое увлечение, прям, не знаю, со школы сразу бежали, рвали. И как-то раз познакомился я с ним,
на зимней рыбалке. Просто как бы относительно я пацан, он в возрасте. Он мне что-то показал там туда-сюда, помог там как-то. И мы с ним подружились и часто виделись. Раньше телефонов не было, они созванивались. Я приходил там на речку, и он на реке. И опять же там как бы дружба у нас заключалась в том, что как бы рыбалка совпадила мужика и пацана. Ну, прошли годы, ребята, жизнь складывалась по-разному. Я немножко переехал, но в Оконцове как бы знал, где он живет. И тут недавно, как бы полгода назад, грубо говоря, я его увидал. Обменялись телефонами, созвонились и решил к нему приехать, навестить его, порыбачить вместе, ну и просто как бы провести время, так как для меня, ребят, не важна позиция кошелька, не важна позиция дохода, как ты себя чувствуешь там, допустим, и так далее. По мне, так рыбалка, это, ребят, едино. Неважно, какая у тебя машина, какой у тебя дом, там, какие у тебя часы. А на рыбалке мы все едины. Да, в городе ты можешь мной командовать, допустим, да, какие-то там нюансы, а на реке все едины, как бы, потому что природа, ребят, совоплощает вот это. И тут, ребята, после вот этих роликов, которые выходили на канале, люди начали писать, говорить что-то как, почему. Вот многие говорили то, что там сам виноват, что такая жизнь у него. Многие начали писать то, что ну, деревня, она в России, деревня одинакова, нет работы, все развалено, и как бы люди начинают употреблять, начинают гасить себя водкой. Ну и как бы много людей откликнулось и решили помочь чем-то, как-то, я не знаю. Вот один из них, Сергей, которого зовут, живет в Москве, решил, ребята, отправить дорогой такой для меня подарок, для Лехи, чтобы Леха ходил, двигался, рыбачил, ну и вспоминал вот эти моменты, вот эту дружбу, да, ребята, соотношение, то, что даже вот так это все получается, блин, мне очень приятно. И сегодня, ребят, делаем. Что значит, ребята, после очередного ролика, когда мы двигались с Лехой, да, вот так, ну, будем относительно так говорить, пишет ВКонтакте Сергей, так его зовут. Андрюха, есть, говорит, у меня лодка, почти новая, ну, лежит без дела, а типа для вас, как бы для Лехи, сделай подарок ему от души, от меня. Я думаю, ему будет полезно вообще, так как, ну, лодка, ребята, это большой выход, так скажем, большие возможности по рыбалке, потому что, ну, лодка это есть лодка. И пишет мне, я готов отправить, нужен адрес, давай мы тебе высылаем. Я с ним списываюсь, решаем вопросы. Все, дело дойдет до весны, потому что лодка на даче, все подрастает немножко, я туда доберусь и сразу же первым ходом отправляем. Ну, эта история, ребят, не закончилась так просто. У Сереги были проблемы, в Оконцове просто он не смог отправить. Не буду как бы погружаться там во всю историю эту. Андрюха говорит, надо найти человека, который займется вот этим моментом, потому что у меня сейчас нет возможности никак. Ну, у меня как бы родственников близких в Москве нету. Я пишу ВКонтакте пост, ребята, кто есть с Москвы, отзовитесь, нужна ваша помощь. Откликиваются люди, ребята, пишут люди, что случилось, чем надо помочь, как бы очень, конечно, тоже этого дорогого стоит. И здесь уже списываемся с Игорьком, который живет тоже в Москве. Андрюха, я готов заняться этим вопросом, я заберу у Сереги, я отправлю транспортный и все сделаем красиво. И сегодня, ребята, она уже в Сыктывкаре, в столице, лежит, живет своего часа. Время 9:52. Ближе к обеду, ребят, решаю вопрос по машине и едем за лодкой. Лехин подарок будем забирать. Вот как-то так. Так что, ребят, давайте съездим, заберем. Ну и по возможности поедем к Лехе в деревню, тоже на моторе. Подарим ему эту долгожданный его подарок, потому что этот момент все равно немножко затянулся. Но опять же, все-таки, ребят, это здесь, она уже здесь. Будем ее забирать. Алло, девушка, здравствуйте. Машинку можно, школьную 4, пожалуйста. Пойдем, Первомайск, поселок Первомайск. Угу, жду, спасибо.
спасибо. Удачи. Да, Саныч? Что-то связь какая-то сегодня дурная вообще. Что-то, говорю, какая-то связь дурная сегодня, блин. Что-то вообще, блин, вырубает с самого утра, не могу ни с кем созвониться. Но? Не понял. Да, да, здесь он вообще гремит немножко даже в поселке. Ну да, я поехал в поселок, но... Что, в столицу прокатимся? Ну все, я жду тебя прям весь в ожидании. Все, добренько. Да, конечно, конечно. Там Ребятки, гроза будет, наверное. Смотрите, что творится. Новиков Андрей Викторович. По-интересному, ребят, забирать будем сегодня по-другому. Так, вот надо вам сказать, да? Ну, да, да. Ага, хорошо. Выдай, да? СМС, выдай. Покажите, кого я 79 30 10. Покажите смс-ку там, код должен быть. Не знаю, тут у меня вот так отписывались, голосовым, не голосовым, вот по это. То есть это код. Не. Тогда сейчас смс-ку пошли вам. А не, фамилия как? А от кого отправлено, да? Ребят, сейчас другая структура, короче, по номеру телефона можно будет отправлять. Говоришь код и все получаешь. Можно было самому не ехать. Ну, короче, нормально. Первый раз так получаю, конечно. Ну, буду знать, это будет намного проще, конечно. Ребята, кто-то приехал, код сказал, забрали, уехал. Ничего не надо, ни паспорт, ничего, короче. Ну все, ребят, жду лодочку, сейчас заберем. Все, да? Да. Спасибо. Ну, ребятки, забрал, короче. Нормально. Грузимся, выезжаем. Что, братцы, прокатились туда-обратно быстренько. Погода распогодилась, выезжали, дождь был. В городе дождь, а в деревне тут солнышко уже. Все, братцы, забрал я Лехин подарок. Завтра, наверное, с ним созвонюсь, не знаю, посмотрим. Ну и буду выручать от серого. Серый все нормально довез. Долго все это затянулось, но все, ребятки. Вот как-то так. Все, я не буду, ребят, распаковывать. Тут стоит пломба. Пускай Леха сам принимает свои подарки. Ну все, братцы, на связи. Завтра к Лехе. Добрый вечер, братцы. Ну что, это уже другой день, ребята, это уже вечер. Только недавно прибыли с рыбалочки. Относительно, ребят, встречался со своими близкими людьми. Это Женька, это Илюха. Культурно провели время, отдохнули. Ребят, сейчас ставлю немножко моментов. Ну, я, ребята, реально отдыхал. Мы просто сидели, кайфовали, немного выпивали. Рыбку мы увидали. В конце, ребята, было очень круто. Я очень рад, то, что мои близкие были со мной. И прям вообще классно. Сейчас немножко, ребят, покажу рыбалочки. Но, а пока... Все, ребята, это вечер. До Лехи я не дозвонился. Он был, оказывается, на рыбалке. И сейчас мы спускались с рыбалки, и он на берегу. Все с ним, ребята, я договорился. Не спавший, короче, собираюсь. Все, везу, ребята. Везу Лехе его на подарок.
Позвонил Толясику, хотел на вездеходике, ребят, новом до речки проехаться. Потому что, как бы, ну, относительно я ее не смогу нести. Тяжеленькая. Короче, позвонил Толясику. Сейчас приедет на мотоцикле, ребят, и помчусь до речки и сажусь на мотор и в деревню. Ну, а пока рыбалка, ребят, на связи. Ну что, мы добрали Женьку. Женек тут красиво отдыхает. Водочка у него. Фидерочки. Ну, так заставлено уже все. И на той стороне уже тоже. Че, Женек, что-то есть, да, Женек? Вот так. Женька, смотрите, какая площадочка. Красавчик. О, Женек, ляпка. Ох ты, красавчик. Смотри, Жень. Смотри, только пожаловался, не клюет. Да. Вот такая ляпочка. Отлично. Только Андрюхе говорю, не клюет ни хрена, на тебе. Красава, Женек. Подлещик взял. Ладно, отправляем друзьям. Во, Женек-то с уловом, да, Жень? Вообще нормально. Ух, нифига. Вот там вообще один хороший. Да, килограмм 100%. Там Женька, ребят, флагман тоже. ДК 320. Вот такой красавец. На Ямахе. Я смотрел со блогера, тоже какой-то флагман. Ну не знаю, что Женек в гости пригласил. Блин. Вот это аппарат, ребята. Здорово, брат. Вещи есть? Да, вон, короче, лодочку надо будет отвезти. Лодка это? Да, А что она такая небольшая? небольшая лодка, да. Все, братик, полетели. А что твоя? Это не моя, это, короче, подарок надо подарить. Ага. Прокатились, ставлю переходничок, так как комплект этот эгоист, чтобы на глиссер выходить спокойненько. Ставлю переходничок, ну и полетели. Ну что, братцы, полетели. Прямиком до деревни. Лехе позвонил, Леха пойдет сейчас на берег. Ну и все, на хода.
сидит, ждет. Нормально. Сейчас такой подарок ему будет, охренеть. Блин, ему надо приятно будет, вообще максимум. Не, самому даже, ребят, от этого вообще кайфово становится, то что вот так. Вообще классно, блин. Здорово, Леха! Принимай гостей. Принимай гостей, говорю. Ну чё, Лёшка, давай цепляй меня. Ну, как для меня? Да. Привет. Да. Я не знаю, или сходим. Ну что, Лёх, давай, забирай подарок свой. Подожди. Как он такой? Вот так. Сейчас будем смотреть. Я даже не распаковывал, Лёх. Слышь, как пришла, так и есть. Нифига. Держи. Давай. Тяжеленькая, да. Выгружай давай. Распаковывать. Будем смотреть. Да вон нож, ножом обрежь. Как снимается-то, как? Это уже, это хомут ты уже не снимешь. Не снимаешь? Не, ты что, это же специально, чтобы никто не трогал. Я с Москвы же шла. Обрезай вот это все дело. Давай, доставай, накачивай, смотри. Сам, Леха, честно, не знаю, понял, что да как. Я говорю, я специально как бы решил не открывать, чтобы ты все распаковал, посмотрел. Потому что люди тебе отправили. Так, интересно. Ага, хомут вот такой. Давай, доставай, Леха. Там у нас еще и мешки, да? В мешке? Ну высыпай, что? Давай, доставай. Что за водка, я даже сам не знаю, Лех. Серега сказал, есть водочка у меня. Хочу Лехе отправить. А, типа рюкзак, смотри. Типа рюкзак. Мешок под рыбу пригодится, Лех. Давай, открывай, что, я не знаю, Лех, вообще сам. Че, почем? Че? Ну там, наверное, и весла же, наверное, и сидушки. Ну, что-то гремит, не знаю. И насос, наверное же, все там есть. А то у тебя-то уже худенькая тоже, смотрю, водочка там. Там что-то... Там еще Андрюха, вон. Потом как будем складывать? Разберемся, ты давай доставай, смотреть будем. Еще мешок, что ли? Не знаю, Лех. Давай по одному, вон, весла доставай. Так, это весла. Ага, ну они складные, да? Да. Угу. Весла. Это насос. Это насос, лягушка. Угу. Это что такое? Ну-ка доставай. Так, это сидушка. Ага. Не такое-то. А что такое, Лех? А, знаешь, что такое, Лех? Это тоже накачивается подушка, понял? Подушка? Да, это как сидушка, понял? Скорее всего. Ну, Да, она тоже от насоса накачивается. Это мягкое сиденье, короче, слышь? Как баллон такой. как он, вот насосы такие? Наверное. Не знаю. Будем, Как? А нету, да. будем разбираться, я еще не знаю. Серега тоже ничего не говорил. А нет, вон, да, подойдет, да. Да. Ну и давай, доставай, что там? Нырок 2. Нырок. Нет, и потом я так его сложить не смогу, как тут сложить. Сложим как нет, а ты что? Уметь надо тоже. Ну посмотреть-то надо. Там еще что ли одно весло? Ну-ка. Опа. Вот троса, наверное, сюда. Ну давай.
Ну вот такой, Лех, нырок у тебя будет сейчас. Ну что, одна сидушка, я так понимаю. А вот это для чего? Вот эта штука интересная. Это походу надувное дно у тебя еще, слышь, Лех? Но она тут. Наверное. Не знаю. Надо смотреть, накачивать что. Разбираться. Не, а вот этих-то штучек нету. Или там. Давай смотреть. Вот эта штука, она внутрь должна быть, да? Ну да, но клапан там прижимается, получается. Это закручиваешь. И зеленая, короче, лодка у тебя, Лех, будет, слышь? Все. Погнал. Ну все. Так, что тут? У нас еще, ребятки, дно надувное идет. Тут серьезная лодка, блин, еще надувное дно идет. Так, Лех, ну что, просто сую, так понимаю, да? Просто сую. Погнали. Я не знаю, как он. Мне тоже интересно, сейчас посмотрим. Залезет, не залезет, я не знаю. Должна в это залезть. Ага. Ну давай посмотрим. Ну-ка. Давай. Ну. Давай, Лех. А как это? Ты эту вот не потащил? Да, блин, с насоса. Да. Да. Пускает. Да, это ты не Ну. просто. Все. Это с насоса вытащилось, Лех. Да, вот это. Угу. Тут, ребят, клапана не было, вот. И, короче, надо Не, вот. этот надо просто сунуть и заклеить, наверное, туда. Чтобы он не бегал. Чтобы он не бегал туда. Вот так заклеить надо. Не, вот там он. Да, здесь заклеить. Или хомуток Не, у сделать. меня супер клей. Там можно Вот, заклеить. и чтоб вот этот был, да. Не, главное, чтобы... И здесь, Лех, что надо, какую-то веревочку. Вон там. Да, вот там. Ну вот такая лодка, что. Так, что это у нас? Лодка надувная, грибная, нырок. Максимальная грузоподъемность 180 килограмм. Пассажир один человек плюс ребенок. Это подушка для ребенка, понял, Лех? Туда также накачиваешь ее. Да и так вообще в целом, куда-то ее, не знаю. Ну вот. Вот такая зеленка у тебя будет, Ну-ка. Лех. Ну, почти такой же. Да? Да. Точно такой же, да? Это может на сколько-то тысяч лет. Ну, такой же. Ну вот. Вот такая лодочка. Ну так, да, что? Так, получается, сюда, раз, и погнал. Сюда еще подушка, ребенок, типа. Интересно, конечно, для ребенка еще подушка сделана. Ну все, Лех, тебе издалека будет видно, слышишь? На зеленой лодке там, блин. Обычное дело, да? По-любому водочку-то обмоем. Серега с Москвы, мужичок. Так что он тебе отправил. Зимой-то, что мы с тобой ездили, он посмотрел видео и говорит, блин, у меня лодка, говорит, Андрюха есть. Хочу, говорит, Лехе подарок сделать. И вот он тебе отправил ее. Все, да? Да. Все серьезно? О, все, Леха. Теперь у тебя ласточка тоже вторая. Теперь у тебя две резиночки будут у тебя. Ну что, Алексей Баткович, будем прощаться. Ну, давай. Полечу до дому. Все, я тебе передал подарок. Да. Забрал. Спасибо. Это не мне спасибо, это пацанам спасибо. Да, спасибо. Так что Сереге с Москвы. Спасибо. Да. Давай пользуйся на здоровье, что.
Лёх, ну что, на рыбалочку съездим, да? Ну, Попозже давай, да. созвонимся. Что картошку я выходил. Ну, Что всё. делал, Тоже. Сейчас тоже картошку посадим и как бы А нормально. ты не посадишь? Нет, завтра будем сажать. А, вот. Завтра посадим чомор, и у мамки день рождения, короче. Ну, Вот. Ну, да, у нас поля небольшие. Так, что, допрешь, Лех? да. Донесешь же? Ты как тебя толкнуть или что? Нет, что-то толкнусь. Как будто для тебя палку туда забили. Да, как будто... Не, как раз и веревка тут. Да. Серьезно? Как будто Леха ждал меня здесь, ну. Не, я сел, думаю, ты что, а моторка только спустилась. Ну давай, Андрюх, Давай, Леха, что, на связи? ты сначала заводись, я потом. Все, Лех, что, давай. Давай, удачи, но на связи. Полетел я до дому. Все, братцы, миссия выполнена. Конечно, это все было долго, непонятно. У меня там тоже по транспортным проблемам были. Ну все, ребята, это сделалось. Блин, и не важно, ребята, сколько потрачено денег относительно. Человеку очень приятно, ребят, понимаете, какое это ностальгия сейчас у человека вообще, доволен, просто-напросто. Спасибо хочу передать Игоряну, спасибо Сереге, Серый, спасибо тебе огромное вообще за такие вещи. А Леха стесняется на камеру, но опять же, ребята, это человеческая ситуация, это жизнь. Мне хотелось это показать, потому что, блин, ну это вообще, ребят, дорого стоит, я так думаю. И в этой нотке, ребят, хочу подключить, зацепить, подытожить, что дружба и рыбацкая ситуация, ребята, это должно быть едино. И никогда, ребят, не смотрите, как человек выглядит, как он себя чувствует, где он живет и так далее. Не надо, ребята, тем более на речке. Рыбаки, они должны быть рыбаками. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Ну все, что, я как бы сам себя успокоил тоже, все нормально, все, полетел до дому. Шикарный вечер, ребятки, очень круто. Пока.